солнечный денек, в чаще леса слушать ручеек, пенье пташек, гудение шмелей, средь ромашек и лилей. Как прекрасно с бабочкой летать, с белкой лазать, с кузнечиком скакать и вместе с ветром кружиться, как юла. Есть конфеты, позабыв дела, улыбаться небесам, удивляться чудесам. Алиса, ой, это сестрица. Ну, вечно мешает она веселиться. И стоило лишь для того вырастать, чтоб вредной и скучной занудою стать. Алиса, куда же она подевалась? Ага, вот ты где. Наконец-то попалась. Свое поведение мне объясни. Попробуй сначала, меня догони. Да стой же ты, стой. Вот дрянная девчонка, смотри, ты же все растрепала прическу. А платье, мы его купили на днях. Подулась грязи или пьян. Неряхи такой не найти в целом свете. Себя не ведут так хорошие дети, тем более девочки. А почему? Чем плохо счастливой-то быть, не пойму. Так девочки думают, совсем не годится. Зачем это взогнанная чушь небылица? На, лучше книжку почитай, может, умнее станешь. Ну в ней же совсем никаких нет картинок. Читать интереснее старых ботинок. Вот стала бы я королевой земли, все скучные книжки печкой сожгли. Народ ликовал бы, народ веселился и славил свою королеву Алису. На скуку обрушив свой праведный гнев, была бы я лучше из всех королев. Я опоздал, надо торопиться, ведь время почти догнал. Вот-вот-то все случится. Ну разве не странно? Подумайте сами. Не часто встречается кролик с часами. Ой, он уронил на лужайке письмо. Как интересно, кому же оно? Все страньше и страньше. Здесь нет адресата. Открыть и прочесть? Или лучше не надо? Нет, письма чужие нечестно читать. Так можно совсем невоспитанной стать. Эй, кролик, вернись! Никакого ответа. Тук-тук, есть кто дома? Похоже, что нету. Ну как же нора снова стала пустой? Эй, кролик, ты где? Ай-яй-яй! Мадлен, где ты ходишь, дрянная девчонка? От нервов у меня разболелась печенка. Неси мне перчатки и вверх скорее. Ну что ты стоишь? Давай поживей. Копаешься вечно, как сонная муха. Наверное, он принял меня за прислугу. Но это, возможно, и к лучшему ведь. Смогу я весь домик внутри осмотреть. Похвастаться может не всякий знакомый, что был он однажды у кролика дома. Ты еще здесь? Сколько можно ждать? Ведь я могу к королеве опоздать. Хоть кошка моя не дает поручений, дерзнула бы она так командовать мной. Я рыбки бы ей не дала ни одной. На первый взгляд все совершенно обычно. Кровать, стулья, стол. Комод симпатичный. Вот веер, что кролику нужно отдать. Ну что-то перчаток нигде не видать. Так, думай, Алиса, была бы я кролик, точно бы их положила на столик. Наверное, им мой намек не вдомек. Зато я примила и нашла пузырек. Здесь надпись: «Выпей меня». Интересно, опасно пить это или очень полезно? Но взрослые детям всегда говорят, что лучше не пить, там может быть яд. Коль следовать всяким советам стараться, то нужно всегда и всего опасаться. Хотя не буду это пить. Оставлю в комоде письмо. Может, заметит.
Прекрасный чай, отличный чай, горячий, ароматный. Чай никогда не надоест в любое время года. Чай пьют и с молоком, и без, пьют с сахаром и медом. Не нам традиции менять, ведь это очень сложно. Чай будем пить мы ровно в 5, не раньше и не позже. Налейте мне чай, чашечку тоже. А может горячий налить шоколад? Ну то, что все пьют, они просто едят. Конечно. Как жаль, шоколада здесь нет. Ну может быть съесть ты желаешь галету? Пожалуй. Ее тоже нет, вот беда. Зачем вы ее предложили тогда? Как это невежливо. Не мы за чужой стол, незваные сели. Откуда я знала, что он лишь для вас? Здесь чашек хватило на целый бы класс. Не трогай, отдай, эти чашки все наши. Да я их брать-то не думала даже. Дикарка. Совсем понимания нет, что леди должна соблюдать этикет. Чтобы быть для других образцом воспитания, при встрече должна ты сказать: До свидания. Неправильно. Все перепутали вы. какая невежа. Увы, увы ей. Я с вами теряю здесь попусту время. Ах, как же прекрасно, когда оно есть. Часы бьют, нам надо успеть пересесть. Ты что сидишь, как мохот по гробе? Мне кто-нибудь скажет, что здесь происходит? Был март, так зовут первый месяц весны. Тогда и поссорились с временем мы. Теряли, грозились ему и в том марке застряли. Теперь ни апрель, ни настанет, ни май. Всегда 5 часов, только чай не пью. Так вот почему эти чашки повсюду. Нет времени даже, чтобы вымыть посуду. Бедняжки, как сложно, наверное, так жить. Чайку? Нет, спасибо. Мне надо спешить. Вы, кстати, не знаете, где белый кролик? Мы знаем. Мы знали? Почти. Вот видишь, тропинка, по ней иди. Прошу запомнить многих, кто теперь со мной знаком. Чеширский кот совсем не тот, что чешет языком. И вовсе не чеширский он от слова чешуя, а просто он волшебный кот, волшебный, как и я. Чем шире рот, тем чешире кот. Хотя обычные коты имеют древний род, но чеширский кот совсем не тот. Его нельзя считать за домашний скот. Улыбчивый, мурлывчивый, со многими на «ты». И дружеские, отзывчивые чеширские коты. И у других улыбка да такая, но не та. Но так чешите за ухом чеширского кота. Но так чешите за ухом чеширского кота. Кто здесь? Не пугайте меня. Покажитесь. Да что же вы меня так все сильно боитесь? Пожалуйста, вот он я, Значит, вы кот? который все делает наоборот. Видала я раньше котов без улыбок. Но чтобы улыбку совсем без кота, такого не видела я никогда. И буду снова опять появиться. От вас голова начинает кружиться. Кружится? Ах, это проходит потом. Ну, кстати, я так долго ни с кем не знаком. По правде сказать, это очень печально. Да нет, ведь чеширским я был изначально. Так вы из Чешира? Мяу! Ау! В чем дело? Вы наступили мне на хвост. Простите. Да нет, другой ногой. Еще раз простите. Вот, дело другое. Но этого бы не случилось тогда, если бы хвост виден был. Весь исчез. Вот беда. Куда же мне идти? А куда тебе надо? Я это узнать и сама буду рада. Но если нам цель неизвестна пути, тогда безразлично, куда нам идти. Нет, цель я как раз хорошо представляю. Ты белого кролика ищешь, я знаю. Тебе нужно спешить на крокет, там будет все общество, будет весь высший свет. И кролик, И кролик, конечно же, тоже. вы знаете, как на крокет не попасть? Да проще простого, полезай ко мне в пасть. Вот выбор. Остаться одной в месте жутком или путь свой закончить в кошачьем желудке. Не бойся, Алиса, тебе и не съем. Наверное, он так говорит птичкам всем. Но все же лучше коту не поверить, чем съеденной быть в темноте диким зверем. Внимание, всем инсультам
Валентин. Сколько лет? Алиса, мне 9. Принеси мне обед. А этих, за то, что раскрасили розы, казнить. И тебя тоже казнить. А хотя, эта девчонка нравится мне. А чтобы с тобой беды не случилось, учись обращаться ко мне, ваша милость. Ну как тебе тут? Что-то как-то не очень. Пожалуй, в лесу безопаснее ночью. Там все же когда-то наступит рассвет. А здесь всех казнят. И спасения нет. Где мой обед? Сейчас принесу, ваша милость. В себя влюблена она невероятна. Как можно, скажи, править целой страной, когда думает она о себе одной? Самозванка! Что? Что ты сказала? Я ничего. Да еще и солгала. Но это правда не я. Это кот. Какой еще кот? Точно наоборот. Его сейчас нет. Но он был здесь недавно. Казните девчонку. Позвать палача. А может, не стоит рубить сгоряча? Полезно спокойно во всем разобраться. Казнить. Значит, хотите войны? Вы карты, и вы мне ничуть не страшны. Смею я всех вас поставить на место! Алиса, проснись. Ах, если б ты знала, где я побывала. Я от глупостей твоих устала. Большая уже, мне пора, что чушь не доводит людей до добра. Но это теперь я по опыту знаю. Пошли, не должны мы обратиться. Страна чудес, страна чудес. Мы в ней живем покуда. Нам вдруг самим не надоест мечтать и верить в чудо.